На протяжении многих лет в Камрате сохраняется проблема грунтовых вод, которая затопляет подвалы жилых домов. Местные власти утверждают, что с прошлого года в Камрате приступили к решению данной проблемы, проведя дренажные системы по некоторым улицам города. Здесь подвал был полный каждый год. Сейчас она ушла буквально на сантиметров 80, потому что обычно по проекту дренажи работает до 50 метров, а на 100 не доходит. Поэтому мы здесь в этом году также сделали сметную документацию проектную. Две улицы, это у нас Герасимова и улица Победа. Однако этих частичных работ недостаточно. Люди возмущены тем, что Камрат, являясь столицей Гагаузии, до сих пор не имеет канализации по всему городу. Камрачане поделились своим видением о сложившейся ситуации. Как вы знаете, отсутствует канализация, то есть у людей септики. Эти септики тоже полные, сливать воды некуда. Отходы некуда, поэтому это очень серьезная проблема. Но я лично эту проблему не ощущаю. Конечно же, за этих людей понять можно, это плохая тема. Но я думаю, что ту пойму этой реки, то, что у нас здесь была Ялпуг, наверное, надо там что-то делать, углублять, расширять, чтобы эти все воды ушли, в конце концов, там низина. Я сама живу в Камрате, инвалид первой группы, имею 86 лет. Мне затопили дом, грунтовую воду. И закатки не вернуть сделаешь, ничего не сделаешь. Но эта проблема уже больше 10 лет, и уже потихонечку свыкаешься с этим, потому что другого результата нету. Я не сталкивался, но слышал, что есть проблема такая, Конечно, надо решать, наверное. Людям тоже тяжело жить, когда на воде. Наверное, река Ялпуг была где-то и закрыли его ходы, я так думаю. Я могу только лишь сказать, что это очень плохо. Но еще кроме этого у нас еще одна проблема. Это когда дожди идут, сточные воды, и у нас нет отводов, и весь асфальт все полностью разрушается. И даром деньги только лишь влаживаются в эти проекты. Существует несколько причин повышения уровня грунтовых вод. Неочищенная пойма реки Ялпуг, большие потери воды, отсутствие канализации. По словам общественного деятеля Леонида Доброва, для решения данного вопроса необходимы большие вложения. Для этого нужно минимум 100 миллионов лей. Необходимо очистные сооружения заново выстроить. Для этого нужно еще 200 миллионов лей, минимум. Необходимо провести канализацию, водопровод, новые канализации по всему городу, чтобы грунтовые воды не уходили в подвалы. Как сообщил примар города, на данном этапе в Камрате остаются затопленными около 2000 жилых домов. Для того, чтобы полностью решить эту проблему, необходимо около 150 миллионов леев, которых нет в бюджете столицы. Однако в настоящее время была подана заявка в Министерство экологии о выделении денежных средств. Как скоро решится проблема затопления, пока неизвестно.